С утра премьер-министр республики принял новых вице-премьеров Дженсу Хананба, Роберта Киут, Тараса Хагба и Вараздата Минасяна. Владимир Делба поздравил их с назначением на высокие государственные должности. Он отметил, что по каждому важнейшему направлению деятельности Кабинета министров между вице-премьерами будут распределены обязанности. Премьер-министр Владимир Делба подчеркнул, что за последние годы очень много было сделано, достигнуто в социально-экономическом развитии страны. Эти результаты необходимо сохранить и приумножить. Президент Республики Абхазия Бадар Зурович Гунба, оказав доверие, возложил еще и огромную персональную ответственность за выполнение основных задач, поставленных главой государства. Я уверен в том, что ваши знания, опыт и личные качества помогут вам в достижении намеченных целей и получения соответствующего результата. Указом Бадры Гунба руководителем аппарата Кабинета министров Абхазии назначен Ятыр Ажиба, победитель конкурса управленцев команда Абхазии. Коллективу Кабмина нового руководителя представил Владимир Делба. Ятыр Ажиба – выпускник юрфак Абхазского госуниверситета. Окончил аспирантуру финансового университета при правительстве Российской Федерации. Получил еще одно высшее образование по направлению экономики. С 2013 года по настоящее время трудился в Министерстве финансов на различных должностях. В системе управления не новый человек. Мы знаем его как очень организованного, как очень ответственного работника. И убежден в том, что именно эти качества ему помогут здесь продолжать деятельность в качестве начальника аппарата управления. Крайне уважительно отношусь к работникам этой структуры, потому что за многие годы здесь я понял, что эти люди действительно дают пример в работе, пример в поведении. Та высокая планка, которая поставлена здесь, в том числе и Давидом Руслановичем, я постараюсь со своей стороны поддержать, укрепить. Надеюсь, каждый из вас сможет с уверенностью на меня опираться, так же, как и я на вас. Предшественником Ятыра Ажиба был Давид Сангуля, который возглавлял данный пост на протяжении 8 лет. Премьер-министр поблагодарил его за проделанную работу и подчеркнул его заслуги как отличного специалиста и хорошего организатора. Давид Русланович достаточно успешно и результативно справлялся со своими обязанностями, за что я очень признателен. Полагаю, что его опыт, компетенция его, знания и личные человеческие качества обязательно будут востребованы, и мы точно найдем возможность увидеть его еще в реализации основных задач нашего государства. Очень большой профессиональный коллектив, очень хорошие сотрудники, у всех высокие моральные качества, профессиональные. Я уверен, что вы, во-первых, вы со всеми знакомы, вы сами проработали всю свою трудовую деятельность в органе согласования, в Министерстве финансов. Это один из 3 органов согласования в Республике Абхазия. Со всеми знакомы, всех профессиональный уровень вам знаком. Я уверен, что у вас получится еще много хороших дел сделать. Премьер-министр представил коллективу Министерства просвещения нового министра Хану Гунба. Владимир Делба поблагодарил от лица правительства Инала Габли и отметил, что его компетенции, знания, опыт, работа и личные качества обязательно будут востребованы для реализации важнейших задач в развитии государства. Несомненно, очень важные аспекты вашей деятельности повлияли на развитие образовательной системы в целом. Очень важное направление, которому вы особое внимание уделяли, международному сотрудничеству, которое повлекло за собой реализацию масштабных совместных проектов с коллегами из Российской Федерации. Вовлекались в эти проекты большое количество молодых людей. Образование – это игра в долгую.
За 5 лет, за 10 лет мы больших результатов не добьемся. Только системные шаги предприняты, да, руководством страны целенаправленно, все вместе. Если мы будем идти к большим задачам в сфере воспитания, просвещения, тогда будут результаты. Поэтому я желаю всем нашим коллегам успехов, новому руководителю успехов. Хочу также, как я выше сказал, поблагодарить руководство Абхазии, которое доверило мне такую высокую должность. У Ханы Гунба большой опыт преподавательской работы. Она окончила госуниверситет на красный диплом. Успешно закончила аспирантуру Академии наук Абхазии. Работала учителем в школе, директором Гагарской школы №1. А с марта 2022 года занимала должность заместителя главы администрации Гагарского района. Иашаҵәҟьаны аҳәынҭқарра аргылараҿы ихадароу акрыззазго хырхарҭоуп аҵарадырра. Иахьа Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада ҳнапы ианиҵаз аҭак ԥхықәра ду зцу аус аанагӡараҿы ҳажәлар намыс цқьала рымаҵ аураҿы сақәгәыӷуеит шәԥышәа, шәдырра, шәыжәҩахыр. Государственный комитет по управлению госимуществом и приватизации возглавил Юрий Зухба. Юрий Зауревич в 2002 году окончил юридический факультет Черноморской гуманитарной академии в городе Сочи по специальности юриспруденция. С 2002 по 2007 год трудился юрисконсультом администрации Галского района. С 2004 по 2007 год депутат Ачимчирского районного собрания. С 2007 по 2012 год депутат Народного собрания парламента республики 2 созывов. Председатель комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. С 2020 года по 18 апреля текущего года трудился в должности заместителя директора государственного предприятия «Абхазберегозащита». Вот сплоченный коллектив, который не понаслышке мы знаем, слышали, это все характеризуется в первую очередь вашим профессионализмом. Но отдельно хотелось бы сказать слова благодарности Беслану Сергеевичу, который стоял еще у истоков национально-освободительного движения Абхазии, когда было все очень сложно. Сейчас мы сами предоставлены себе, у нас есть возможность трудиться на благо нашей Родине. Премьер-министр поблагодарил экс-руководителя Госкомитета Беслана Кубрава за проделанную работу. Беслан Кубрава, в свою очередь, отметил, что коллектив профессиональный и хорошо справляется со своей работой. Вам огромное спасибо. Юрий Заурович, я хочу пожелать вам, успехов. Это серьезное назначение, это совершенно новый этап в вашей жизни. Премьер-министр Владимир Делба представил коллективу нового начальника государственной миграционной службы Саида Цвинаря. Он выразил уверенность, что Саид Цвинарь, обладая необходимым опытом и квалификацией, сможет эффективно руководить службой. Работа в сфере нормативно-правового регулирования тоже особое важное направление, которое ведется в этом ведомстве. За последние годы, наряду с другими достижениями, мы, естественно, и начали наблюдать и темпы роста поступления доходов в бюджет. Это все обусловлено слаженной вашей совместной работой, за что я вас искренне от лица правительства благодарю. Саид Бесланович успешно окончил Государственную таможенную академию, после начал трудиться в Абхазском государственном университете в качестве преподавателя на одной из кафедр. Впоследствии стал трудиться в Государственном таможенном комитете. Высоко пользуется авторитетом среди своих коллег. Я убежден, что и в этом коллективе будет продолжать выполнять те задачи и функции, которые возложены на миграционную службу. Основные направления, которым планирую организовывать деятельность, в первую очередь, здесь все офицеры, поэтому это вопросы служебной дисциплины. И второй, ключевой, это эффективность, повышение ее эффективности. Там очень широкий спектр направлений. Нужно будет повышать уровень взаимодействия межведомственного, потому что так или иначе вопросы миграции связаны со многими сферами жизнедеятельности нашего государства. Это экономика, это безопасность. Коллективу управления капитального строительства представлен новый начальник Демир Гамисоня. Владимир Делба подчеркнул значимость работы, проделанной экс-начальником УКС Тимуром Агарба. Со своей стороны Тимур Агарба выразил благодарность команде за совместную и продуктивную работу, подчеркнув, что результаты были бы невозможны без сильного профессионального коллектива. Под руководством Тимура Михайловича было сделано
очень много. Начиная с реконструкции и строительства объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры, в реализации масштабных проектов инвестиционного значения. Это все можно обозреть, это все, как говорится, осязаемо, да, это видно. Без этой мощной команды профессионалов, без такого дружного коллектива таких результатов не было бы достигнуто. Здесь собраны одни из лучших профессионалов в строительной отрасли. И у нас уже сложились не только рабочие отношения, мы тут работали как одна большая семья, и за это я хотел бы поблагодарить вас всех, каждого из вас. Каждый из вас вносил частичку своего вклада в то, какие результаты мы достигали. Владимир Делба выразил уверенность, что новый руководитель Демир Гамисоня продолжит активно работать над реализацией поставленных целей и задач. Демир Гамисоня поблагодарил руководство за оказанное доверие. Тимур Михайлович, мне особо приятно, что сегодня вы присутствуете здесь, потому что вы на протяжении долгих лет являлись нашим руководителем, которого мы безумно уважаем. И планка задана очень высокая. Владимир Валерьевич, постараемся оправдать надежды и ни в коем образе не подвести. Коллектив УКС выразил готовность поддержки нового руководителя в реализации намеченных планов. Шазина Ханагуа, Давид Авицба, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.